Заметно обновивший состав сыктывкарцы первый для себя матч чемпионата начали осторожно, в основном сосредоточившись на контроле мяча. Гости намеренно отдали инициативу, рассчитывая на быстрые контратаки, и в этом преуспели. Несчастливо для хозяев стала 13-я минута. Быстрый заброс от Греута, удар Феррау и добивание Батарева 0-1. Новая генерация перешла к позиционным атакам, но ударам футболистов из Коми постоянно не хватало или точности, или силы, поэтому на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей. Не показали тот футбол, который хотелось бы. Была самоотдача, но немножко мы не создали тех моментов, которые хотелось бы поострее немножко сыграть. Надеюсь, завтра мы будем немножко понаглее играть. И у нас получится забивать голы. Второй тайм уже гости начали активнее. После розыгрыша стандарта вездесущий Батарев в очередной раз проверил на прочность стойку ворот Хомутинникова, который уже в следующем эпизоде отвел угрозу ценой желтой карточки и травмы. Надевать перчатки пришлось Сергею Викулову. Любимец местной публики 10 минут оставался сухим, но потом и он был бессилен на рандеву с все тем же Батаревым 0-2. Поняв, что терять им больше нечего, сыктывкарцы выпустили пятого полевого и всю концовку матча провели в затяжных атаках. Гости защищались всей командой и ждали своего шанса. И за 20 секунд до конца матча, увлекшиеся атакой хозяева, его им предоставили. Обыграть на пятачке Дениса Брукова для Феррау было уже делом техники. В итоге 0-3. Первый раунд двухматчевой дуэли остался за Тюменью. Conseguimos ganhar o jogo porque fomos muito sérios na defesa. Самое главное, мы очень хорошо сыграли в защите. Apesar da ansiedade que a gente estava pela estreia. И, конечно, то, что нас очень сильно прессинговали, да, это было тяжело сделать. Tivemos mais sorte diante da trave contrária и por isso conseguimos o resultado diante de uma grande equipe. И счет, конечно, был не по игре, потому что игра была очень жесткая, очень серьезная. И в любой момент мы могли потерять то преимущество, то небольшое преимущество, которое у нас было. На второй матч футболисты новой генерации вышли как на последний бой. С первых же минут буквально осадили ворота Греута. Впрочем, забить быстрый гол сыктывкарцам так и не удалось, а вот гостям удача улыбнулась. Абрамович оказался расторопнее всех в чужой штрафной и добил мяч после собственного же удара 0-1. Второй мяч тюменцы забили после розыгрыша стандарта. Злым гением по итогам двух матчей для сыктывкарцев стал Андрей Батарев 0-2. Спустя 3 минуты Коко распечатал таки Греута в новом сезоне. А на последних секундах тайма Гибадуллин мог стать автором одного из самых красивых мячей тура, но с метра пробил выше. При своих трибунах они должны были лететь, им надо было выиграть, потому что 2 игры дома проигрывать никак нельзя. И поэтому на протяжении всей игры было скользкий счет 1-0, потом 2-1. Хорошо, что мы выстояли и выиграли эту игру. Второй тайм соперники провели в ожесточенной борьбе на всех участках поля, иногда с подавляющим преимуществом хозяев. В эти минуты блистал на площадке голкипер гостей Греут. Как и в первом матче, в концовке сыктывкарцы вновь выпустили пятого игрока и вновь пропустили. Феррау, получив мяч от Греута, длинным парашютом оформил вторую подряд победу Тюмени 1-3. Мы много контролировали мяч. Сегодня было гораздо больше голевых моментов, чем вчера. Ребята сегодня очень старались, хотели выиграть. Но, к сожалению, да, так сложилась игра. Да. Действительно, сегодня вратарь Тюмени был лучший. 2 обидных поражения, впрочем, не должны деморализовать сыктывкарцев. Чемпионат только начался, игра у футболистов из Коми вполне зрелищная, а значит, первая победа тоже не за горами. Максим Васильев, специально для Ассоциации мини-футбола России, Сыктывкар.